В Ингушетии началась уборочная кампания. Аграриям предстоит собрать урожай на площади более 38 тысяч гектаров. По плану в этом году ингушские сельхозтоваропроизводители соберут урожай 6 культур: озимая пшеница, озимый ячмень, озимый рапс, озимый накорма, яровой ячмень и овес. Вся сельскохозяйственная техника готова к работе, обеспечены материально-технические ресурсы, проведена опашка и обкос полей. Также обеспечены все противопожарные мероприятия для безопасного проведения уборочных работ. Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам в одностороннем порядке. Лимит кредитования – это одно из условий договора о займе, говорится в отзыве. По этой причине целесообразно предусмотреть для сторон обязанность не заключать новую сделку, а вносить изменения в условия действующие, полагают в правительстве. В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Оформляться оно будет в бумажном, а в дальнейшем и в электронном виде. Действующее удостоверение переоформят в том числе в беззаявительном порядке. Правительство утвердило изменения в приложение к госпрограмме развития энергетики. Теперь инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную господдержку. Ее размер может достигать 60% затрат на реализацию указанного этапа проекта, но он не должен превышать 900 тысяч рублей. Ранее такая субсидия составляла до 30%. Ее максимальная сумма не изменилась. Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 году. В текущем году в нем участвуют 65 регионов. Ингушетия стала первым и единственным поставщиком рассады клубники в России, рассказал глава республики Махмуд Али Калиматов на встрече с полпредом президента России в СКФО Юрием Чайкой в Магасе. Выращиванием рассады клубники занимается крупнейшее в регионе агропредприятие «Сунжа». Ранее Калиматов заявлял, что предприятие за 2023 год впервые вырастило и отправило в регионы России 600 тысяч саженцев клубники. В 2025 году их количество планируется увеличить в 4 раза, до 2 миллионов 400 тысяч. Экспорт продукции АПК Ингушетии за последние 3 года значительно увеличился и по сравнению с 2022 годом вырос на 135%, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ильяс Келигов. Келигов отметил, что план республики по экспорту на 2023 год многократно перевыполнен. Из Ингушетии в прошедшем году экспортировали продукцию АПК на сумму более 24 миллионов долларов. Республикой также были заключены соглашения на поставки меда в Китай на несколько лет. По словам Келигова, республика в данный момент рассматривает для дальнейшей работы по экспорту мусульманские страны – Египет, Ливию и Саудовскую Аравию, заинтересованные в импорте мяса. Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян. Они представляются сотрудниками сотовых операторов, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Впоследствии мошенники могут взять на имя жертвы кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам. Эксперты советуют для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору с официального номера, указанного на сайте компании. Госдума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Напомню, в июне депутаты внесли в Нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого документа, будут действительно 4 года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.